у нас сегодня речь пойдет о большом терроре. Сразу несколько предварительных замечаний, так сказать, по общеизвестным вещам, но чтобы на них больше не останавливаться. Во-первых, сам термин «большой террор» вообще придумал Рой Конквест, когда написал книгу «Большой террор». Вот, собственно говоря, вот с него это и пошло. Большим террором именуется самая массовая в советской истории репрессивная акция 1937-1938 годов. Первое элементарное замечание, но я думаю, что надо сделать, потому что у нас очень многие ассоциируют 1937-1938 годы вообще со всеми политическими репрессиями в Советском Союзе. Вот до этого что-то там немножко было, после этого что-то немножко было, а вот 1937-1938 это вот и есть политический террор в СССР. Это, конечно, неверно. Большой террор 1937-1938 годов – это самая массовая репрессивная акция в советской истории. Честно говоря, я и аналогов в истории 20 века, по крайней мере, в Европе не нашел по масштабам. Но этим весь советский политический террор не исчерпывается. Собственно, политический террор как метод сказать, борьбы, утверждения власти, он существовал всегда, за весь советский период истории. Начинается он в 1917 году, и более-менее там со всплесками продолжается как минимум до 80-х годов. В разных масштабах, повторяю, в разных формах, но продолжается. Собственно говоря, идеология советского государства всегда строилась на том, что только коммунистическая идеология правильная. Все, кто ее не разделяет, либо подозревается в том, что ее не разделяют, являются противниками советской власти и подлежат в той или иной мере ограничению в правах, скажем так, деликатно. И, собственно говоря, политический террор начинается вот с первых же дней советской власти. Вот потом, позавчера в Московском международном мемориале открылась очень интересная выставка, она называется очень коротко «Первые». Это портреты и биографии 50 человек, которые были арестованы уже в первые дни после Октябрьского переворота. С 25 по 27 октября по старому стилю 1917 года. Как потенциальные политические противники советской власти. Среди этих первых, кстати говоря, был и Петерим Сорокин. Петерим Александрович Сорокин. Да, это вот первые 50 человек. Вроде и немного. Но вот с них, собственно, все начинается. Они не были расстреляны, даже осуждены большинство из них тогда не были. Их арестовали, через какое-то время выпустили. Но это было начало. В 18 году уже политический террор принимает массовые масштабы. Гражданская война, это, конечно, особый период, там творилось с обеих сторон, черт знает что, потому что гражданская война, без террора не бывает. Это самая зверская, самая несправедливая, самая ужасная война, вид войны, то есть вообще можно говорить о том, что война бывает лучше, хуже, тоже как-то не очень хорошо говорить, но это самый зверский вид войны, когда нету фронта, нету тыла, когда нету четкого разделения на мы и они, наши, не наши, когда брат идет на брата, сын на отца, там все перемешано, и обе стороны применяют террор как средство борьбы, причем без всякого, я бы сказал так, правового оформления. Что у белых, что у красных, никаких, у красных, правда, был декрет о революционном терроре. У белых-то вообще никаких законов не было. Там законы не применяются, нет уголовного кодекса у белых, нет уголовного кодекса у красных. Ты не наши к стенке. Вот. Но заканчивается гражданская война, а террор-то продолжается, красный террор. Против противников советской власти он то затухает, то поднимается. Первый всплеск, это как раз не 1937 год, а 30-31 годы, когда коллективизация начинается в стране, и государство
применяет очень жесткие, я бы сказал, зверские меры к противникам коллективизации. Вот тогда-то расстрелы, уже осужденные по политическим статьям, становятся впервые, может быть, такими массовыми. В 1930-1931 году расстреляно примерно по 10 тысяч человек, приговоренных к высшей мере именно уже по статьям. Тогда еще не 26-го кодекса 26-го года уголовного, это 58-я статья уже. И вот он набирает эту силу, террор, как раз к 1937-му году. Вот теперь о большом терроре. Тут надо иметь в виду, что большой террор, во-первых, это акция не спонтанная. Она готовилась. Она начала готовиться с 1936 года. Вот, начала готовиться идеологически, начали советским людям говорить, что у нас очень много врагов, что мы должны с ними бороться. Вот. Начали разрабатываться документы и, скажем так, механизм вот этого большого террора. Так что 1937 год он возник не как черт из табакерки выскочил. Я повторяю еще раз, он готовился, и подробно я уже об этом рассказывать не буду, только несколько таких примеров приведу. Пожалуй, первым таким звонком подготовки большого террора были так называемые московские процессы 1936-1937 годов еще, когда была уничтожена, по сути дела, вся высшая партийная элита. Третий уже московский процесс уже был даже во время большого террора, уже в 1938 году. На 17-м съезде партии было уже впрямую заявлено о том, что мы должны очень жестко бороться с врагами народа. 17-й съезд партии подтолкнул, пожалуй, Сталина на организацию большого террора. Вы знаете, что на 17-м съезде ВКПБ Сталин чуть было не потерпел поражение при выборах генерального секретаря. У него был серьезный противник Киров. Причем Кировым поддерживали многие. Это, заметьте, еще даже до 1936 года, собственно говоря. В 1934 году Киров, как вы знаете, загадочно погибает. Ну как загадочно? Некий Николаев в коридоре Смольного, встретив Кирова, выстрелил в него несколько раз, был тут же схвачен, быстренько расстрелян. И тут же было объявлено, что, собственно говоря, покушение на Кирова – это дело рук троцкистов. И вот уже в 1934-1935 годах пошли массовые процессы, еще до московских процессов, над левым центром, правым центром, где начали расправляться с троцкистской оппозицией. Она, собственно, была разгромлена еще в 20-е годы, в 1927 году. Но вот здесь под маркой борьбы уже с троцкистской оппозицией началась чистка партий, пока только партийных верхов. Так я даже выписал такую интересную цифру. Из 73 выступавших на, это уже другое, это уже пленум 1937 года, 56 были расстреляны. А 17-й съезд партии вообще называют съездом расстрелянных, потому что большинство делегатов было репрессировано, больше половины. Заметьте, это съезд партии, куда случайные люди не попадают делегатами. На съезд партии выбирается, ну, можно сказать, элита, партийная элита страны, а не какие-то там подозрительные люди. В 1937 году развертывается наряду с московскими процессами дело военных, это дело Тухачевского, июль 1937 года, дело о заговоре в армии. И вдруг выясняется, что у нас чуть ли не вся военная верхушка – это контрреволюционеры и скрытые враги. Результат – страшные совершенно репрессии в армии, когда была репрессирована более половины высшего командного состава. Результатом было то, что мы совсем с другим офицерским корпусом встретили начало Великой Отечественной войны. И надо сказать, что я сегодня много слышал о том, что, да, правильно, там был заговор. Тухачевский германский агент, он вообще был связан с германской разведкой и замышлял свержение Сталина. Бог его
знает, честно говоря. То, что он был германский агент, доказать, по-моему, совершенно невозможно. Равно как и то, что он им не был. Но вот то, что вслед за Тухачевским, там, Якиром, Убаревичем, Путной пошел практически весь высший командный состав армии, вплоть до командиров дивизии, который уж никак не мог быть связан с какими-то там заговорами и так далее, это, конечно, нанесло нам очень тяжелый удар. Я просто хочу личный пример привести. Рассказ моего отца. В 1939-м он пошел рядовым в армию, ну, как положено, его призвали после школы. В 1941 году он встретил начало войны на границе, их дивизия стояла на границе. Он говорил так: нам повезло с командиром дивизии. Он был офицер старой закалки. Он прошел Испанию и проскочил вот эти вот самые репрессии. Только благодаря тому, что это был опытный командир, дивизия была спасена, мы не были разгромлены. А это действительно так. Он умудрился на свой страх и риск накануне 22 июня, когда еще не поступила телеграмма Жукова и Сталина в войска, вывести дивизию якобы в полевые лагеря, якобы для учений. И 22 июня немцы бомбили пустой военный городок. Погибло много людей, это жены командиров, ну, мирный состав. Но дивизия не пострадала абсолютно. И когда 23 июня на них вышли передовые части вермахта, дивизия была развернута в полный боевой порядок и встретила их уже, так сказать, в полной боевой готовности. В результате его умелого командования дивизия отступала от южной границы, они стояли на границе, недалеко от границы с Румынией, до Дебальцева, сейчас уже всем, наверное, известным по Украинской войне, до Донбасса, ни разу не попав в окружение, не будучи разгромленной. Они отступали без снарядов. Отец артиллерист, они тащили свою пушку, снарядов не было. Они говорят: зачем тащить, ты что, дурак, что ли, как можно бросить? Вот. Ну, они отступали с оружием, но они отступали и не были разгромлены. Они подошли к Дебальцево на Донбассе уже как боеспособная единица. И там уже заняли надолго оборону. Он говорит, что это благодаря только тому, что у них в дивизии вот сохранился старый опытный командный состав. Вот. Это частный пример. Но мне он дорог, потому что если бы не так, меня бы не было. Как вы понимаете, на свете папа бы просто не дожил до 45-го года, а я все-таки уже послевоенное поколение, скажем так. Это что касается службы в армии. И, наконец, апофеозом подготовки вот этой самой большого террора был пленум ЦК ВКПБ 23-29 июня 1937 года, когда товарищ Николай Иванович Ежов, нарком внутренних дел, сменивший на этом посту Генриха Ягоду, который не справился с поставленной задачей, хотя именно Генрих Ягода проводил вот все эти репрессивные операции по троцкистам 1934-1936 годов, и московские процессы тоже. Николая Ивановича Ежова и поставили, собственно, на этот пост для того, чтобы вот он возглавил вот эту готовящуюся операцию. И на июньском пленуме он прямо заявил, что у нас в СССР существует заговор. Причем заговор во всех звеньях партии и государства. Несмотря на абсолютную, я бы сказал, абсурдность такого заявления, вы сами подумайте, нарком внутренних дел в государстве победившего социализма, мы уже к этому времени декларированно построили социализм в основном, согласно Сталину, заявляет, что в самом счастливом государстве, где власть принадлежит рабочим и крестьянам, вот, где, конечно, существуют какие-то там элементы, которые с ней борются, существует заговор на всех уровнях государственной власти. Честно говоря, вот, абсурдность этого заявления даже трудно себе представить. Но это был сигнал. Сигнал санкционированный, разумеется, высшим партийным руководством. Ежов ничего просто так не брякал. Это понятно, я полагаю.
от себя, он от себя в данном случае не занимался. Это был сигнал к тому, что партия и правительство приступает к массовому террору, к массовой вычистке вот этих самых гнусных антисоветских элементов. И, собственно говоря, после этого пленума практически сразу в июле и начинается подготовленная операция под названием «Большой террор». Сегодня о большом терроре у нас, в общем-то, ведь противоречивые мнения, скажем так, в нашем обществе. Я понимаю, почему. Очень многие не согласны, я даже не коммунистов беру, а и не только коммунистов, не согласны с тем, что это преступная акция по уничтожению собственного народа. Ну не хочется в это верить, но все мы живем в России, это наша Родина. Ну не хочется плохо думать о Родине. И выдумываются различные оправдания. У нас в интернете, на той же «Семерке» в комментариях вы можете прочитать неоднократно и Вербина, и Щиголева о том, что, во-первых, большой террор – это правильная операция, что действительно было много врагов, которых Сталин решил вычистить, поскольку понимал, что не сегодня, завтра будет война, и нужно было вычистить тыл. То есть, что большой террор действительно была операция по очистке тыла от антисоветских элементов, от врагов накануне Великой Отечественной войны. Но я бы отметил так, что тут еще определенная операция, так сказать, нашего зрения. То есть мы знаем, что было после 1937 года, что в 1941 началась война. И вот смотрим на эту операцию как бы с точки зрения того, что мы уже знаем о последующих событиях. Но я извиняюсь, трудно себе представить, что в 1937 году Сталин точно знал, что в 1941 году гад Гитлер на нас нападет. То, что война может быть, я полагаю, что Сталин это понимал. Какая война? Мы начнем ее или Германия? Этого мы никогда не узнаем, что по этому поводу думал Сталин. Теории о том, что мы готовили войну против Германии, они существуют, но доказать их, по-моему, сегодня совершенно невозможно. Вот. Что там у Сталина было в голове, Бог его знает. А вторая, да, конечно, при этом пострадала какая-то часть невиновных. Ну, знаете, бывает, вот всех врагов ведь вот не вычислишь сразу-то. Вот большинство вычислили, ну, конечно, про запас кого-то еще расстреляли. Бывает, то что ж. Это нехорошо, конечно, но в основном эта операция правильная, потому что Сталин чистил тыл. Вот. Вторая теория довольно забавная, но она популярная сегодня. Я смотрел, у нее много довольно сторонников, по крайней мере, в интернете. Это то, что, тут Вербин об этом писал, это то, что большой террор – это происки врагов Сталина. Что враги Сталина, вообще враги советского государства специально организовали вот эту абсурдную с точки зрения права акцию по уничтожению сотен тысяч людей, чтобы дискредитировать советскую власть. И в результате пришел к власти, Сталин это распознал. Ежов, как вы знаете, плохо кончил. Его расстреляли, как и Ягуду. А специально поставил Лаврентия Павловича Берию в 1939 году, который навел порядок. Вот. Это вот так называемая Бериевская оттепель, амнистия, там немножко прекратились репрессии. Вот. И исправил вот эту вот самую несправедливость. Да, пострадали сотни тысяч невинных людей. Но это происки врагов Сталина. Это вовсе не Сталин и вовсе не советская власть. Это как раз враги советской власти. В обеих теориях, вот этих взглядах, присутствует одна, в общем-то, такая, я бы сказал, базовая мысль. Этот террор был специально организован против определенных слоев населения. Вот.
на самом деле сама вот хроника Большого террора показывает, что это все ерунда. Прежде всего, что такое Большой террор? Мы понимаем, в основном, те, кто с этим подробно не связан, понимают Большой террор как некую одну большую операцию по уничтожению советских людей. Почему она проводилась? Вот это другой вопрос. Вот некая такая одна большая операция. НКВД похватала кучу народу, кому-то дала 10 лет, кого-то поставила к стенке. Вот такая операция организованная НКВД. На самом деле Большой террор включает как минимум 4 операции различных в этот период, которые шли параллельно, иногда пересекаясь друг с другом. Эта операция по приказу 00439, так называемая Кулацкая операция. Это национальные операции, то есть специальные операции против отдельных этносов, этнических групп. Вот, причем, заметьте, мы говорим национальные во множественном числе, поскольку на самом деле это тоже не единый, я вам сказал, блок, а ряд операций, более 15 их, каждая из которых была оформлена отдельным приказом НКВД, по отдельным национальностям шла. Третье, это операции, вернее, репрессии, скажем так, в общем плане, через суды по политическим статьям, по обвинениям в троцкизме, в предательстве советской власти и так далее. И четвертая операция, это операция против ЧСИР, членов семьи изменников Родины. То есть репрессированию подлежали не только сами так называемые враги народа, но и их семьи, что вообще нарушает все принципы права. По-моему, если я не ошибаюсь, основа права – это индивидуальная ответственность за совершенное преступление. Здесь высылали семьи в полном составе, детей в детский дом, жен в так называемый Алжир, Акмольнинский лагерь, жен изменников Родины, он так официально назывался. 4 разных операции. Причем вы, наверное, знаете, что самым главным инструментом, который осуществлял Большой террор, были так называемые тройки. Вот, тройки четко ассоциируются с Большим террором. Это правильно, но это не вся правда. Тройки – это механизм Большого террора только по одной операции, точнее по двум, но там были разные тройки, я об этом скажу. Сейчас. Это по операции по приказу НКВД 00439. Этот приказ был издан 25 июля 1937 года. Ой, простите, собрал ведь. Не 4, господи, старость, не радость. Приказ 439, как раз, да, сейчас поправлюсь, вот поправился. Дело в том, что даже Большой террор начинается не с Кулацкой операции, а с национальных операций. Потому что формально 25 июля 1937 года был издан оперативный приказ НКВД СССР номер 00439 об операции по репрессированию германских подданных, подозревавших в шпионаже против СССР. То есть немецкая операция, она так называется по этому приказу, она началась раньше, на несколько, по крайней мере, на несколько дней, чем операция так называемая Кулацкая, основная. Так вот, кажется, все понятно. Тут название приказа. Речь шла о германских подданных, не о советских, о германских подданных, подозревавших в шпионаже против СССР. Вот прекрасное доказательство того, что Сталин чистил тыл перед войной. А как же? От германских шпионов надо было освободить Советский Союз, иначе черт знает что. Вот простые цифры. Этих шпионов в 1937-1938 году выявили 55 тысяч человек. Ребята, если бы Абвер имел бы в СССР такую шпионскую сеть, ну я не знаю, как бы мы войну начали. У нас вообще шпион на шпионе. 55 тысяч только выявленных шпионов. Знаете? Из них 41 тысяча было расстреляно по немецкой операции. На самом деле, во-первых,
по немецкой операции, повторяю, это первая из национальных операций, я потом о них немножко скажу поподробнее, брали не германских подданных, а вы знаете, германских подданных тоже, вы знаете, что, причем вот эта подлая операция, в каком смысле, откуда у нас взялись германские подданные? Екатерина II. При Екатерине II приехали. Это в основном специалисты, которые приехали в 20-е, в начале 30-х годов строить советскую власть из Германии. Люди, которые вот, не по принуждению, по позыву вот, совести, долга, сознания, хотели помочь молодому советскому государству построить социализм. А прежде всего, какие специалисты? Это инженеры. Они строили заводы, электростанции, они руководили им. Это первоклассные специалисты. Да, кто-то из них приехал, потому что в Германии был дикий кризис 20-х годов. СССР давала работу, но они все остались здесь, они честно работали. По сути дела, мы уничтожили вот всю эту вот группу иностранных специалистов. Я знаю некоторых из них, детей их, которые пережили страшную судьбу. У нас здесь вот сейчас Царствие Небесное скончалась Зинаида Гартман, в Эшли жила. Ее папа приехал в СССР именно как инженер. Он дорос, остался здесь, дорос до замдиректора Челябинского тракторного завода. Первоклассный инженер. Вот он пошел по этой операции. Его арестовали как шпиона, он даже до суда не дожил, его убили в камере. А Зина, тогда подросток, пошла в детдом. Во время войны получила первый срок. За что? Голодно было, она уже работала на заводе, она переехала в Ижевск, где у нее была тетка по матери, мать русская, и поступила на завод. Ее осудили за дезертирство, за самовольное покидание места работы по приказу 1941 года. Она получила. После этого Зинаида получила, если мне память не изменяет, 4 срока. Один из них высшую меру. Причем она не могла смириться с этим. Она в лагере тут же получала новый срок за то, что залезала на нары и кричала «Сталин, усатая сволочь». Ей давали новый срок. Она была на Колыме, она была на Бамлаге. На Колыме ее приговорили к высшей мере за очередное вот это самое про усатого клопа, кровопийцу. Она провела 4 месяца в камере смертников. Самое интересное, что к этому времени у нее родилась старшая дочь. Она вообще в лагере родила 2 детей, спасла их, вывезла. Они живы, здоровы, помнят маму. Ну, сейчас они очень далеко не молодые люди, естественно. В общем, она провела в лагере, в общем, срок у нее был общий, где-то около 80 лет. Она получила. Она провела в лагерях с 41 простите, с 41 по 56 год. То есть 15 лет. Она освободилась из Бамлага, из мамкиного лагеря с 2 детьми на руках, с 2 девочками. Вышла замуж за охранника, который демобилизовался. Ну, судьбы людские, я вам скажу, это похлеще выдумки любого писателя, романиста. И с ним уже приехала сюда на строительство Эжинского ЛПК. И так вот они здесь выжили и обосновались. А начиналось все с гибели отца специалиста. Но по этой операции проходили не германские подданные, а германские подданные в том числе. Брали немцев, российских немцев, германских подданных. Брали тех, кто родился в Германии. Я знаю русских, которые родились в Германии, ну, скажем, до революции запросто. Вот. Все немецкие шпионы. 41 тысяча была расстреляна. Так что начался большой террор, в общем, можно сказать, национальной операции. А через 6 дней, 31 июля 1937 года как раз, вот вышел оперативный приказ НКВД номер 447,
об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Вот основной приказ по так называемой кулацкой операции, который обычно и ассоциируется с большим террором. Именно по этому приказу в качестве судебного органа были созданы тройки у НКВД в каждой области, они в приказе расписаны. Вот. Этим тройкам было дано право проводить дела в упрощенном порядке, то есть без защиты, без судебных прений, даже без присутствия обвиняемого. Тройка выносила в составе, обычно в нее входил представитель обкома партии, представитель ОНКВД и представитель прокуратуры. Правда, прокуратуру потом заменяли на представителя советской власти, скажем, представитель облсполкома, представитель обкома партии, представитель НКВД. Вот они без участия обвиняемого в процессе рассматривали представленное НКВД дело и выносили приговор. Причем приговоров приказ предусматривал два. Либо 10 лет ИТЛ, либо расстрел. Ну, правда, я знаю приговоры троек, которые давали 8 лет. Но в приказе только два приговора предусматривалось. 10 лет и расстрел. И вот самое замечательное в свете происков врагов по дискредитации Сталина, в свете того, что Сталин якобы этим приказом ликвидировал антисоветское подполье, но немножко переставался, конечно, и в свете того, какое у нас было правовое государство. И заявление Ежова о том, что у нас все пропитано заговором. Собственно говоря, что должно. Число репрессированных этим приказом по каждой области было заранее определено. То есть вообще вы думаете сами, у нас была Конституция. В 1936 году была принята самая, если верить Сталину, самая демократическая в мире Конституция, которая гарантировала всем гражданам Советского Союза необычайные права, вот, которая декларировала общенародную власть и собственность и так далее. Вот. Этот приказ просто чихать хотел на Конституцию. Конституция предусматривала только один орган, который мог выносить приговор, это суд. Какой-то. Никаких троек, особых совещаний и прочей нечисти Конституция вообще не предусматривала. Но кого это волновало? Собственно, такая мелочь нарушения судебной процедуры и прав граждан, прав человека. Право на защиту, право на жизнь. Приказом НКВД было заранее назначено в каждой области определенное число врагов. Число, а не по именам. То есть сперва область получала разнарядку 100 человек, к высшей мере 200 человек 10 лет. Это как раз цифры по Коме АССР, кстати говоря. А потом начинала искать эту самую 100 и 200 расстрельных, которые должны были пойти в лагеря. И началось вообще интересные вещи. Начались телеграммы в НКВД, а мы не укладываемся в лимиты. Разрешите нам, пожалуйста, увеличить лимиты. И Политбюро, партийные органы рассматривали эти отношения и определяли, а можно увеличить или нельзя увеличить. То есть фамилии не сообщались выявленных врагов. Мы нашли больше, можно нам 150 расстреляем? Или нельзя? Речь шла о людях. Самый интересный вопрос, а как, собственно говоря, были, для меня, по крайней мере, как были определены эти квоты? Они же очень разные по регионам. И вот вам еще один показательный пример. Я не поленился и сделал простую вещь, которую, по-моему, до меня никто не додумался сделать. Я просто сопоставил эти квоты с численностью населения по областям по переписи 1937 года. Она у нас была признана вредительской, но документы сохранились. 1937 год. И выяснилось, то, что, в общем-то, я и предвидел, наверное, все предвидели, потому и не делали, что эти квоты зависят от численности населения регионов. По каждому проценту, 0,1 доля процента, сейчас не помню наизусть, но сами можете проверить, где-то 3 сотых, по-моему, доли процента, она почти одинаковая по всем регионам. То есть квота, определяясь элементарным способом, бралась
смотрелось, сколько в регионе жителей, вот, и определялся соответствующая доля. Там расхождения очень невелики, она побольше чуть-чуть только у пограничных регионов. Ну, там понятно, даже Карелия получила гораздо большую квоту, потому что там обстановочка была нехорошая в 1937 году. Пограничный район с Финляндией, 20-е годы восстания там были антисоветские, вот получите побольше. Вот таким вот образом. Причем, заметьте еще, боролись с врагами народа, округляя числа. Скажем, по коме действительно 100 высшая мера, 200 10 лет. Не 101, не 105, не 236, 100 и 200. Все просто и понятно. Ну, получите, как говорится, и распишитесь, и выполняйте. И было отведено на выявление врагов народа 4 месяца. Вот будьте добры, за 4 месяца управиться. На самом деле операция продолжалась до весны 1938 года, гораздо дольше, потому что не справлялись у нас НКВДшники с поставленной задачей. Не все могли выявить нужное количество врагов народа в жестко установленный приказом срок. И операцию продолжали. Вот эти тройки, собственно говоря, и осуществляли эту абсолютно бесправную операцию. Кто по ней пошел? Вот самое интересное, что считается, что тройки в основном, вот эта операция, она в основном уничтожила партийную элиту. Она была направлена против партийной верхушки, которую Сталин просто уничтожал как своих возможных потенциальных, скажем так, не противников, не доброжелателей, что ли, что он заменял. Таким образом была проведена ротация партийных верхов. К власти пришли с низов новые партийные выдвиженцы, а старую элиту убрали. Я специально посмотрел, вот что у нас по коме СССР получилось. У нас было, кстати говоря, все-таки по этому приказу не 300, а 400 с лишним человек репрессировано, из них более 200 расстреляно, вроде немного. Но среди них нет ни одного партийного или советского работника, вот репрессированных тройками, ни одного. Это все 42 священника, крестьяне, спецпоселенцы, рабочих у нас почти не было. Из номенклатуры один там попал, старый специалист, замдиректора, по-моему, Нюбчинского завода «Соколов». Не бог весь какая номенклатура, но все-таки замдиректора вот этого завода. И причем ему что-то было под 70, он пошел как старый специалист, еще дореволюционный спец. Ни одного секретаря райкома партии, ни одного секретаря обкома, ни одного председателя райисполкома по этой операции в коме АССР и везде не пошло. Они шли по другой операции. По ним разбирались отдельно. Я сейчас скажу, каким образом. У нас в коме специфика была в том, что еще был один приказ. Дело в том, что в приказе 447 последняя строка была такая: лагеря НКВД. 10 тысяч, квота 10 тысяч, все к высшей мере. Десятку не давали, только высшая мера. Но строчка лагеря НКВД не была расшифрована. Сколько какому лагерю чего положено расстрелять. Поэтому операция Кулацкая, она проводилась и в лагерях. Но лагерей-то уже было, будь здоров, сколько в 1937 году. И она была учтена дополнительным приказом. Его называют приказ 409. На самом деле это не приказ, заметьте, у него номер меньше, чем у предыдущего приказа 447. Это телеграмма. Телеграмма, которая пошла в некоторые лагеря, где было указано, сколько этому лагерю выделяется квота из 10 тысяч. Сейчас выявлено мемориальскими историками следующие лагеря, где эта операция проводилась. Это Беломоро-Балтийский лагерь. Там-то понятно, вот расстрелы Сандармох, теперь на Сандармохе все слышали, сделан Дмитриева. Сандармохский расстрел, главное, это как раз в рамках этой операции по Беломоро-Балтийскому лагерю шел, по Белбалт-ИТЛ. Норильский лагерь, северо-восточный лагерь, это Колыма. И Ухто-Печорский лагерь в коме АССР.
Почему Ухта-Печорский лагерь попал в этот перечень? В Ухт-Печлаге был самый большой процент политических заключенных на то время. Точнее, в двух лагерях. Все Восток-Лагерь, Колыма и Ухт-Печлаге. Самый большой процент политиков. Вот он и попал. А Ухт-Печлагу была выделена квота из 10 тысяч, более 2000 человек. И началась у нас второй этап операции, вот этой самой кулацкой, теперь в лагерях. То есть в лагерях уже те, кто сидел по политическим статьям и не по политическим. В срочном порядке местные отделы НКВД, лагерники, опера, выявляли 2500 этих самых вот, потенциальных врагов и приговаривали их к расстрелу. Причем делалось это в торопях, вот опять же, чистка лагеря, к вопросу очистки Советского Союза от врагов. Во-первых, у нас половина этих врагов были, которые попали под эту операцию, были не политическими, а уголовными. И пошли они по статье 58.14. А фокус здесь заключается, 58.14 это экономический саботаж, формулировка. А фокус здесь следующий. Местные НКВДшники просто не успевали оформлять эти дела. Тем более им сказали удивительную вещь, что надо дела отсылать не в Коми, не в Сыктывкар, а в Архангельск, на тройку НКВД, у НКВД Архангельской области. Они даже сперва удивились, как в Архангельск, мы же в Коми. Они сказали, ваше какое собачье дело? Вам сказали в Архангельск, значит в Архангельск. И они дела самолетом возили в Архангельск рассматривать. В Архангельске тройка вообще эти дела, строго говоря, не рассматривала. Они их вообще не знали, это не их территория. Ну, я вам скажу, я смотрел протоколы, все протоколы заседания троек по Ухт-Печлагу. Но они иногда в день рассматривали 80 дел. Вы вообще можете себе представить суд, который в нормальном порядке рассматривает в день 80 дел? Ну, если это нормальный суд. С защитой, с обвинением, с прениями сторон. Ну, понятно, что их не рассматривали. Поступал список, они его подписывали. Список с делами отправлялся обратно для исполнения. Все. Но они, местные НКВДшники, этого не успевали. Тогда им пришло в голову, вообще, по-моему, гениальная, в кавычках, мысль. Дело в том, что в Ухт-Печлаге очень велика была доля побегов. Потому что вообще до 1937 года, вы не поверите, лагеря вообще даже не огораживались. Вот то, что мы привыкли представлять как характерная картина лагерей, вышки, забор, проволока, собаки, гав-гав, проходная, это появилось после 1937 года. Когда наши лагерники взвыли, вы нам приказ дали огородить зоны, а проволоку не дали. У нас проволоки нет, дайте нам проволоку. До 1937 года зоны были не огороженные вообще. И летом из Ухт-Печлага масса народа уходила в побег. Они летом паслись в лесах, эти уголовники там, жили на воле, а к осени возвращались в лагерь. Вот. Потому что статья 82 «Побег» УК РСФСР предусматривала максимум самое жесткое наказание за побег после поимки. Это там что-то месяц карцера. Им даже срок не добавляли по этой статье. Не имели права добавлять. Правда, нас никто на это не смотрел. И то месяц карцера, это если побег сопровождается порчей лагерного имущества, либо нанесение побоев конвоиру. Понял? По морде дали или еще чего-нибудь. Вот. Они в 1937 году пришли обратно и говорят, ребята, а теперь извините, вы сбежали, тем самым нарушили экономическую жизнь лагеря. А это экономический саботаж. Будьте любезны. Я понял. 58.14. Как? А вот так, расстрел. То есть у нас половина по 58 пошли по 58.14 бывшие уголовники. Вторая половина, все, кого брали, епископов, там, оппозиционеров, тех, кто уже сидел в лагерях. Но самое удивительное сопровождается тем, что расстреляли, приведено в исполнение было, я повторяю, все к расстрелу, 2518 приговоров. Больше 100 приговоров не смогли исполнить приговоренных. Вот я очень люблю рассказывать этот эпизод, потому что он прекрасно характеризует, собственно говоря, как это делалось, каких врагов искали. Знаете, почему больше 100 приговоров не было приведено в исполнение?
Это, повторяю, люди, которые якобы арестованы, на которых заведено дело. Дело поступило в Архангельск, Архангельск вынес приговор, приговор вернулся для исполнения. Половину не смогли найти в лагере. Приговоренных, якобы осужденных, не смогли найти в лагере. 2 человека освободились до этого. То есть у них срок закончился, их выпустили на волю. Все, гуляйте, ребята. Сколько-то человек там умерли до приговора, были переведены в другие лагеря. То есть 100 человек просто не пошли для исполнения приговора. Вот. По-моему, это блестящая, по-моему, такая иллюстрация. Я могу точные цифры привести, но, повторяю, достаточно этого примера. Блестящая иллюстрация, характеризующая, насколько организована была поиск настоящих врагов народа вот в этой системе. Ну и поскольку времени же осталось мало, я скажу, что второй массовой операция – это национальная. А немецкая я рассказал. По этому же принципу, собственно говоря, проводились все национальные операции. Я только назову некоторые из них. Вторая по размеру – это польская операция. Была операция латышская, литовская, эстонская, иранская, финская. А финнов как же без финнов-то? Финская обязательная операция, курдская и еще там около десятка, помельче. Но 2 массовые были самые, это немецкая и польская. Причем вот по национальным операциям уже работали так называемые особые тройки. Это другие тройки, они создавались отдельно. И национальные операции, пожалуй, привели к таким же почти жертвам, как и операция Кулацкая. Операция Почтир, я уже о ней сказал, это просто высылка всех жен врагов народа, простите, и детей в детдом, жен вот тот самый. И, наконец, в Алжир, Акмолинский лагерь, жен изменников Родины. Наконец, последняя операция, часть, это вот судебные дела. Вот вся партийная элита, больше 200 человек в Коме АССР, они пошли как раз не по тройкам, вот, они пошли по делам, которые вел спецколлегия Верховного суда Коми АССР. Так было во всех регионах. Почему так? Понимаете, тройки были созданы для быстрого и, по сути дела, не публичного уничтожения огромного числа людей, врагов народа. Суды проводились часто публично. Через суды, через судебные дела с оглашением в печати показывали, какая у нас плохая и вражеская партийная элита. И вот у нас все, собственно говоря, председатели облсполкома, секретари райкомов, секретари обкомов, они все пошли вот по этой линии, через либо особое совещание давало 5 лет тем, кто упирался на следствие и не признавал свою вину. Отпускать никого не отпускали, их переводили на особое совещание давало 5 лет свободы. Ну, то есть свободен лагерь, в смысле. Больше 5 лет тогда особое совещание давать не имело права. Она только в войну получила право давать расстрельные приговоры. А Верховный суд уже выносил якобы в обычном судебном порядке, там даже адвокат присутствовал. Но вообще работа, я смотрел протокол этих заседаний, вообще работа адвоката, конечно, удивительная. Его роль заключалась, тогда он назывался не адвокат, а защитник, общественный защитник. Его роль заключалась в том, что речь адвоката обычно занимала 3-4 строчки в протоколе. Да, мой подсудимый виновен, но он хороший человек, прошу смягчить его наказание. Все. То есть формально была защита, да, все. Речь прокурора занимает там в протоколе, обычно рукописный, 4-5 страниц. Речь адвоката 3-4 строчки. То есть все, процедура соблюдена, все нормально. Вот. Чего они только там не каяли, господи, потому что времени нет, кто вам рассказал. Потому что кто там секретарь обкома колхозные обиды поджигает. Вот ему делать нечего, пойти в обком. Он вот в колхоз едет, злодейский, там спичкой поджигает вот эти вот какие-то склады. Там председатели райисполкомов, я не знаю, подсыпают стекло в колодцы, чтобы травить колхозных коров. Вот корова дура, она прям до дна будет лезть, чтобы это стекло сожрать из колодца, и других дел нету.
они все получили расстрел, высшую меру, десятку, даже до 25 лет лишения свободы. Это была 4-я операция. Ну и в конце давайте просто, чтобы у вас было представление. Итоги операции, просто уже прочитаю, чтобы с цифрами не доплыть, по стране и по Коми АССР. Так вот, наиболее подробные исследования, конечно, провел мемориал международный, группа Арсения Рогинского. Они обработали протоколы и документы всех регионов, по крайней мере, Российской Федерации, ну, бывшей Российской Федерации, и союзных республик. Получилось следующее. В ходе большого террора было арестовано не менее, они все-таки осторожно, 1 710 000 человек. Осуждено не менее 1 440 000 человек. Приговорены к расстрелу не менее 724 000 человек. Из них тройками по Кулацкой операции 436 000 человек. Комиссии Наркома внутренних дел и прокурора СЭН двойки. Я не пропустил, они тоже в общей массе. И особыми тройками по национальным операциям 247 000 человек. Военные коллегии Верховного суда, спецколлегиями областных судов, военными трибуналами не менее 41 000 человек. Можете сопоставить, так сказать, масштабы каждой из этих потоков большого террора. И по Коми АССР у нас получилось следующее, что было, ну тут-то мы точно можем сказать, были осуждены в ходе большого террора 3666 человек, в том числе 2754 заключенных, то есть у нас основная операция в лагерях шла. 94 ссыльных, 72 спецпоселенца. Из них из всех были расстреляны из 3666 2817 человек. Вроде небольшая цифра в масштабах страны, но вы имеете в виду, Коми АССР один из самых малонаселенных регионов Советского Союза. 2817 расстрелянных, вот такова цена большого террора, которую заплатила только наша республика. В основном это заключенные. И последнее, конечно, я так и не затронул вопрос о том, а зачем это все нужно было. Я только сказал, какие у нас теории есть. Вы знаете, я специально этот вопрос не затронул, потому что вот своим нормальным человеческим сознанием я не понимаю, зачем это нужно было. Я объяснить из всего множества теорий могу это только одним. Советский Союз при Сталине был называли мобилизационным государством, когда нас на все мобилизовывали. Это была просто массовая кампания по наведению страха, по запугиванию населения, по приведению его, ну, скажем так, запугивание слишком мягко сказано, как-то не так. Ну, скажем так, приведение его в чувство и в полное подчинение. Ведь смысл большого террора был в чем? Могли взять любого. Это было непредсказуемо, кто мог попасть вот в это число, в эту квоту по тройкам. Любого немецкой национальности. Вот этого немца объявили шпионом, а этого нет. Этого поляка объявили, а этого нет. А почему? Да по почему? Вот не объявили, и все, а завтра могут с тобой так же сделать. Вот по-другому, может это примитивно, но по-другому я не могу. Я повторяю, у меня в сознании нормального человека, историка, не укладывается выявление вот этих причин, вот этой массовой бойни своего народа, устроенного Сталиным, без всяких правовых оснований.